Я приглашаю к трибуне прямых потомков Ильи Шадрина, авторов, составителей, историков, краеведов Галину Ефимовну Шадрину и Юлию Ефимовну Дьячкову. Пожалуйста. Мы приветствуем всех участников, заинтересованных в жизни и деятельности наших знаменитых личностей 18-19 века Сафрона Саранова, Алексея Ржакова и Ильи Максимовича Шадрина. Хочу вкратце рассказать предысторию создания книги о мальчигарском князе Илье Шадрине. Мы, конечно, с детства были знакомы с его историей. К нам приходили старики и очень уважительно рассказывали о нашем предке. Было очень приятно слышать. В 90-х годах я работала в рукописном отделе Института языка и литературы для издания книги «Хангалас», историко-краеведческий атлас, посвященный памятным местам. Я там обнаружила несколько папок, где были записаны известными в республике Этногоргом Савиным, Дмитриевым о жизни и деятельности Ильи Шадрина, и что он побывал несколько раз, встречался с этими русскими императорами, российскими императорами. И перед нами стала задача еще больше подробно узнать о своем предке. Большим стимулом для продолжения исследования жизни нашего предка была статья, которую передал нам высший министр культуры Васильев Ефим Николаевич с Петербургского, Санкт-Петербургского архива, исторического архива. Это были письма Ильи Шадрина императорам Павлу I, Александру I и другие архивные материалы. После этого мы начали проводить большую работу исследовательскую по поиску новых документов в архивах республики, и также мы продолжили дальше вот эту поездку в архивах Санкт-Петербурга. Первые поездки были организованы на средства родственников. Материальную поддержку оказали сыновья Ефима Николаевича Васильева, Сергей, Александр и Николай. Будучи главой Хангаласского улуса, затем первым заместителем Госсобрания Ультимя 5-го созыва Добрянцев Анатолий Анатольевич оказывал всемирную поддержку и помощь. В 2017 году председателем Госсобрания Ультимя Республики Саха-Якутия Жирковым Александром Николаевичем была принята программа по увековечению имени Ильи Максимовича Шадрина. Ультимян организовал еще 2 поездки в Санкт-Петербург. Таким образом, в течение 5 поездок в Российском государственном историческом архиве было обнаружено 80 документов. Это пока только. Впереди еще, наверное, будут. Так, в военно-морском архиве найдено 8 документов о зачислении и обучении в Шляхетском морском кадетском корпусе малолетнего князя Ильи Шадрина, сына якутского князя Ильи Шадрина. Это тоже очень интересный вопрос. Предстоит, конечно, тоже исследовать по этой части. В фондах Национального архива нашего якутского изучены 42 документа, связанных с Ильей Шадриной, очень много судебных дел из фонда Якутского уездного суда, около десятки документов по перевозке тяжестей в фонде Хангаласской народческой управы. В муниципальном архиве Хангаласского улуса тоже хранятся записи в 10 страницах нашего известного краеведа, почетного гражданина Хангаласского улуса Гордеева Николая Дмитриевича. Работа с архивными документами 18-19 веков предполагает, очень трудно с ними работать, еще до полного исследование жизни и деятельности Ильи Шадрина очень-очень далеко. Так, в работе над книгой мы хотим отметить, что ответственный редактор сборника проявил огромную ответственность, так как он проработал все оригиналы архивных документов, первоисточников каждой ссылки, так что каждый факт, ссылки книги об Илье Шадрине прошли доскональное редактирование, проверку и сверки с другими источниками. За эти годы были напечатаны несколько десятков статей,
республиканских газетах и журналах. Среди них хотим выделить опытного журналиста улусной газеты «Хангалас» Амосову Людмилу Денисовну. Она периодически печатает статьи, которые знакомят Хангаласа с легендарным земляком. Мы надеемся, что данная книга станет для многих открытием, для педагогов, земляков, для молодежи, которые, как патриоты истории родного края, станут изучать славных легендарных людей прошлого столетия и увековечат имя Ильи Шадрина, Сафрона Сыранова тоже. Современная молодежь и школьники, как нам известно, очень мало читают любую литературу, тем более историческую. Поэтому нужны объекты, предметы, которые они смогут увидеть своими глазами. Это мемориальная доска, бюст, памятник и другие памятные конструкции. Только тогда имена таких людей войдут в виртуальный мир и жизнь подрастающего поколения. В октябре в этом году в Якутской духовной семинарии состоялся круглый стол, посвященный 10-20 лет первой миссионерской школы для детей при Спасском монастыре. Так, и материалы круглого этого стола были распространены в СМИ. Также известный блогер Барамыгин Николай Андреевич разместил в YouTube-канале, в дневниках и личном сайте на главном якутском портале. В следующем году исполнится 200 лет со дня освящения Синской Воскресенской церкви, который построен по инициативе Ильи Шадрина впервые в сельской местности урочище Сине. И будет 210 лет аудиенции с императором Александром I. В конце хочу немножко остановиться в самой личности Ильи Шадрина как прямой потомок. Илья Шадрин был очень любим и уважаемым народом. Его считали своим якутским царем, защитником и заступником. Он широко и щедро устраивал цех, был прост и дружелюбен с простым народом, любил побороться с известными силачами. По преданиям, он обладал могучей силой и был огромного роста, где-то 2 метра 15 сантиметров. Проводил летнее состязание на сенокосе Кюлей, где он сам лично принимал участие. Особо терпеливо относился к почтенным старикам. Он жил идеей, что все люди равноправны, и никто не должен проявлять несправедливость по отношению к любому человеку. Илья Шадрин был очень смелым человеком, строг с людьми, которые проявляли несправедливость во всем. Его дерзновенные изречения на суде против лихаимства остались в народной памяти в образе героя-богатыря из якутской эпоса Ланха. Об этом свидетельствуют не только предания, но и архивные документы. Еще в начале XVIII века первая семья Шадриных приняла христианскую веру. Есть предание, что Илья говорил: «Таңары тыла, айы тыла, диря, таңараны тағайеркеге, күн айекеге таболар». Это можно перевести как Библия, это почти слова аи. Только верующие в Бога являются людьми аи. При этом уважал и соблюдал народные обычаи и традиции. Его знаменитые поездки в столицу сопровождают большими трудностями и материальным затратам. В общей сложности на эти поездки Илья Шадрин потратил более 20 лет. Так, во всех приемах он обходился без переводчика, был интересным и весьма уважаемым собеседником. Об этом свидетельствует ряд документов, в том числе личное желание императрицы Марии Федоровны присутствовать на приеме, а также многочисленные подарки со стороны царской семьи. Поездки Ильи Шадрина явились важным историческим событием. Облеченный всенародным доверием во имя лучшей жизни народа, он проявил мужество и отвагу, прозорливость и гибкость в своих действиях. Результатом стало относительное облегчение жизни местного населения, возврат родовых земель, юридическая защита от возможности притеснений со стороны чиновников. Он делает это со свойственной ему необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности и имеет не только историческое, но и геополитическое значение. Благодарю за внимание. А вы не будете говорить? Я скажу. Юлия Ефимовна. Так, мы, конечно, подготовили наше выступление, как бы рассчитывали на 10 минут, но нас попросили, чтобы мы сократили до 5, так что получилось то, что получилось. Но в конце все-таки я хочу назвать имя виновника сегодняшнего торжества, наверное, да? Это мы очень благодарны руководителю
проекта, сборника, это Жиркову Александру Николаевичу. И во время мы начали работу, конечно, уже долго, несколько лет работали, уже долго, и 3 года, да, и все-таки мы когда смотрели его кабинет, в его кабинете отсутствовала вот такая карта, это как раз чуть попозже, 1858 года, после наших героев, это Сыранова, Аржакова и Шадрина, но границы их территорий на этой карте существуют. Поэтому разрешите вручить эту карту как знак благодарности.